Осенняя призывная кампания проходит по стране уже вторую неделю. Республиканский военкомат передал повестки муниципалитетам, а тем, в свою очередь, необходимо оповестить людей, подлежащих призыву. Проводится поадресный обход. Первый в списке Ахмед Зариев. Дома его снова нет, сотрудников встречает мать призывника. Он болеет, у него нос. По словам женщины, Ахмед от службы не уклоняется. Напротив, с самого детства увлекается военным искусством. Сейчас его направили в соседний регион для лечения. По возвращению мать заверила сотрудников администрации, что ее сын явится в военкомат. Следующий адрес — улица Орджоникидзевская. Здесь живет Мухаммед Таршхоев. Отец призывника Абдурахман Таршхоев говорит, что и сам бы не прочь пойти в армию, отдать долг родине, несмотря на возраст. Но таких, как Абдурахман, мало. В основном родители отговаривают служить своих детей. Многие думают, что их сыновей перенаправят на спецоперацию в Украину. Хотя в Минобороне страны заверили, что срочники участвовать в СВО не будут. Многие этот факт не принимают и закрывают свои двери, игнорируя призывную комиссию. Как, например, в этом доме. Сюда было отправлено уже несколько групп с повесткой, но двери так и никто не открывает. Работа призывной комиссии будет продолжаться до 31 декабря. В селении Троицкое призыву подлежат 450 человек. А всего в Сунжском районе в 2 раза больше. Из них нужно выполнить наряд всего в 55 человек. Ежедневно с 6 часов утра армия и доводим до них о необходимости. Сходы жей, довели до ума довести, удали дадутся, что не будет. 10 числа Тавах, Таган войдет, утро, отсылка Альбиан был, банвейза шуцали, ходил лучше, чудеси, ажут, алхасти, галашки, мужички, баснаюточки. Порядка 70% из всего призывного ресурса имеют отсрочку, но не каждый из них подходит с пакетом документов в районный военкомат. Не отметившись в военном комиссариате, люди рискуют стать уклонистами и попасть под статью 328. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.